Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Что скоро по судьбе в жизни у вас появится? Кто что? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. По судьбе, что появится, кто появится. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Ну, давайте пойдем по порядку. Смотрите, в самом основании к вам тянется какой-то человек. Тянется. Очень-очень этому человеку хочется вам понравиться. У одних отыграется, что это парень, либо девушка, который будет перед вами, как говорится, щеголять, привлекать ваше внимание с надеждой, да, получить возможность на то, чтобы вам понравиться. А у других отыграется действительно новый друг, либо новая подруга. То есть человек, который действительно хочет с вами быть рядом, дружить, общаться, не знаю, узнавать вас лучше, может быть, вместе что-то делать, да, разделить какую-то ответственность, заняться какой-то работой. У каждого отыграется по-своему. Но человек именно к вам тянется. Вы ничего не делаете, вы никого не трогаете, вы просто стоите на месте, а к вам тянется человек. Прям тянется там, руками, там, телом, головой, да, вот прям вытянулся в такую колбасу. Вот обрати на меня внимание, я очень хочу быть рядом с тобой, либо любить тебя, либо дружить с тобой. В принципе, неплохо. Неплохо, даже если вы не хотите никаких отношений, либо не хотите новых людей, новых лиц в своем окружении, этот человек сможет вам понравиться и сможет вас к себе расположить. По крайней мере, шанс на дружбу вы дадите, либо на свидание сходите, да, то есть как-то время проведете. Так, ну раз по судьбе, значит, этот человек какую-то роль должен сыграть в вашей жизни. Какая-то роль отведена этому человеку. С левой стороны идет. То есть что-то будет неожиданное. Неожиданное, непредсказуемое и такое, чего раньше не бывало. Вот. Может быть, человек действительно какой-то благородный поступок совершит в вашу сторону, какую-то помощь вам окажет, либо разрядит обстановку, поможет выйти из депрессии. Да? Но у каждого по-своему отыграется. В любом случае, человек тянется, и, как я вижу, он до вас дотянется. Да? То есть какое-то согласие он от вас получит. Разрешение, да, согласие, разрешение поприсутствовать в вашей жизни. Так, в следующем элементе здесь выходит чайник. Чайник, у которого из носика дым начинает идти. Ну, по чайникам обычно показывают семью. Семью, вашу семью, ваш, например, род, да, ваших родственников, то есть близких людей. Людей, которые связаны именно родством, такими вот ниточками связаны. С левой стороны какие-то события будут происходить либо в вашем доме, либо у ваших родственников. Для вас эти события, они исключительно положительные идут. Положительно, плохого не будет, хорошее будет. Вы все абсолютно разные, у каждого отыграется по-своему. Поэтому подумайте о том, что происходит у вас в семье, либо в кругу ваших родственников, и вот приплюсуйте хорошие события к этим обстоятельствам, к этим ситуациям. Так, дальше у вас здесь выходит такая кобылка, которая пасется. И у нее такое огромное тело, да, огромный живот такой у этой кобылки. Она все кушает и кушает, наесться не может. С левой стороны. Ну, по лошадям у нас всегда работа проходит. Вот как ни крути, что-то связанное с работой. Работа, заработок, возможность себя вот показать, реализовать, чего-то прям добиться. Лошадь ест, бока у нее вон уже как эти два воздушных шарика, она все остановиться не может. То есть возможность зарабатывать, либо какой-то стабильности, вот обрести свою стабильность.
Вот я четко знаю, поработала, заработала, да? Либо я четко знаю, вот я выйду на работу, там, получу все, что мне причитается, да, и буду чувствовать себя очень спокойно. Кстати, у кого-то даже откроется возможность зарабатывать больше, либо какая-то повременная оплата, да, как подработка. То есть вы там работаете час, зарабатываете одну сумму, работаете 2 часа, то есть сумма увеличивается. То есть выбор ваш, вот сколько вам зарабатывать, вам как выбор предоставлен. И я вам скажу, это неплохо. Это то, чего вы сейчас не ждете, либо даже не предполагаете, что такое может быть, но оно произойдет, потому что лошадь, она идет от края в центр, и она все ест, да, есть что есть. Да, есть возможность заработать. Да. Это хороший очень знак. Кстати, может отыграться не только для вас, но и, например, для вашего близкого человека. То есть человек начинает работать, зарабатывать неплохо. И опять же, человек понимает, все зависит от меня. Работаю мало, получаю мало. Работаю много, получаю много. Стабильность появляется. Так, с правой стороны у вас выходят глаза, либо, знаете, вот такие вот, как маска, да, очки, маска, да, что-то такое прям помогающее видеть, да, либо рассмотреть. Возможно, вы действительно плохо видите, да, и у вас появятся очень хорошие новые очки. Возможно, вы чего-то не замечаете, да, со зрением у вас все ок, там 100%, но вы чего-то не замечаете, чего-то не можете разглядеть, с чем-то не можете определиться. Есть какие-то моменты, которые от вас просто скрыты, вот в тени жизни, они где-то там прячутся. По этой маске, по этим очкам однозначно по судьбе вам идет прозрение, да, вот кто я в этом мире, кто вокруг меня, какие тайны, кто что скрывает, кто что прячет. Вы как сканер, ходячий сканер, вы все будете видеть, вы все будете понимать, вы все будете анализировать. От вас ничто и никто не укроется. Это очень хороший знак. Знак того, что тайны, секреты, неопределенности, они все исчезают из вашей жизни. Вы четко видите себя, вы четко видите мир, вы четко видите свой путь, и вы четко видите все преграды и опасности. А это очень важно, да? Потому что у вас есть что? Возможность для маневра, правильно, обойти опасность, принять какие-то контрмеры, да, и, скажем так, раскусить, например, замыслы недоброжелателей, либо, не дай бог, врагов. Хороший знак. Вот прям дают вам небеса возможность все видеть, а кому-то даже возможность предвидеть, да, предвидеть будущее, предсказать будущее, суметь найти единственно правильный путь, разглядеть его среди тысячи, да, вот свой именно путь найти, отделить, вот как говорят, да, овец от козлов, тех, кто вас окружает, кто хороший, кто так, просто так, да, либо, не дай бог, во вред, да, разделить людей. Ну, прозреть, одним словом, прозреть. И также хочу добавить, для тех, у кого проблемы со зрением, помимо очков еще могут отыграться операции. Операции, которые вы можете проводить, либо какое-то лечение, которое вам может быть назначено, которое помогает вам видеть лучше, да, четко, хорошо видеть, да, и не испытывать дискомфорта. И так может отыграться. В следующем моменте с правой стороны по судьбе в вашу жизнь придет человек. Придет он из вашего прошлого. То есть с этим человеком вы уже знакомы. Общались, дружили, любили. Ну, каждый по-своему отыграется. Вы очень давно с этим человеком не виделись. Либо очень давно ничего не слышали об этом человеке. Не было никакой весточки, не было никаких новостей. Кстати, еще может отыграться, что человек уехал и как будто бы с концами, да, просто взял и пропал. И вот связь оборвалась, например. Либо какая-то блокировка была, да, то есть вы там психанули, заблокировали, потом разблокировали, а человека уже там нет. Либо человек мог тоже, там, знаете, поругались и вас заблокировать и вот пропасть. У каждого отыграется по-своему. Смотрите на свои жизненные обстоятельства. Вот этот человек возвращается с правой стороны. То есть это будет инициатива этого человека, это будет желание этого человека. И если этот человек был неправ, да даже если и прав, все равно именно этот человек, например, попросит прощения, либо будет предлагать восстановить ваши отношения, восстановить там, вашу дружбу.
общения вместе с вами. Этому человеку вы очень обрадуетесь. Потому что, как ни крути, либо очень переживали за этого человека, если это какой-то близкий, либо ну, действительно вам этого человека не хватает. Да, с этим человеком хорошо, приятно, интересно. То есть восстановление отношений идет. И с человеком из вашего прошлого. Так, еще важный момент. Здесь какие-то новые знания, новые навыки, новые умения. Сразу скажу, это необходимость. Это не блажь, что типа, о, я хочу что-то выучить. Нет, здесь какая-то идет необходимость. Либо жизненная необходимость, либо производственная необходимость. Ну, и все разные. Да? Чему-то научиться, обучиться. Может быть, даже какую-то переквалификацию пройти. Но это может быть, опять же, что угодно. Что угодно, начиная там, от вождения автомобиля, заканчивая какими-то курсами, вузами, специфическими курсами образовательными, да, что угодно может быть. Так что пойдете вы учиться, никуда вы не денетесь. Здесь высшие силы именно ставят вас в такую неудобную позицию, когда нельзя от этого отвернуться, да, сказать, типа, обойдусь, так нельзя. То есть это жизненная необходимость. Учиться, обучаться и получать новые знания. Помимо знаний вы получаете еще какие-то новые контакты. От вас отходят такие вот веточки, да, то есть это новые контакты, новые знакомства, новые связи, новые лица, новые люди в вашей жизни. То есть то, что вы можете еще потом использовать для себя в своих интересах. Да? Чем больше людей вы знаете, чем шире круг вашего общения, тем легче, правильно? Да? Тем проще с какими-то вопросами, с какими-то проблемами. Там, у одного спросил, у другого, там, посоветовался. Кто-то, ну, например, обладает какой-то профессией востребованной. То есть, в принципе, все хорошо, все замечательно. Учитесь, как там говорили, знание — это свет. Вот вам туда, в свет. Придется учиться. Так, еще. Здесь очень неприятный человек. Неприятный вот по сути. Внешне может быть очень даже и ничего, но душа просто вот какая-то скукоженная, сухая, как пустыня, понимаете? Вот один песок, это даже не песок, а как это, пепел, да, один пепел у него внутри, либо у нее. Человек, который имеет какие-то виды на вас. У вас я не вижу общения прям такого близкого, либо постоянного. Скорее, как этот человек за вами наблюдает. Наблюдает и готовится к какому-то шагу в вашу сторону. Для него типа полезному, а для вас абсолютно негативному. Здесь могут и мошенники отыграться, и враги, и недоброжелатели, и абьюзеры, да кто угодно может отыграться. Но этот человек не сможет сделать этот шаг, не сможет. Кто-то его от вас отвадит. Знаете, как будто бы защитник у вас появится. Защитница, защитник, ну, у каждого по-своему отыграется. Вот прям летит на него другой человек и как, ну, сразит его, да, вот мечом, я не знаю, там, дубиной, чем-то сразит. Вот вы это действие увидите. Вы это увидите, но сразу не поймете, что произошло. Вот кто-то за вас заступится, отчаянно заступится. Знаете, вот человек себя не пожалеет, а вас спасет. Так идет. Очень благородный поступок. Этот человек, он не идет больше как посланник небес, да, такой земной ангел-хранитель. Я не могу сказать, знаете ли вы этого человека, общаетесь вы с этим человеком, будете ли вы общаться с этим человеком. Но вот я вижу, там, без 5 минут до плохой ситуации для вас, человек вас защищает. Вот прям сметает вашего недоброжелателя с вашего жизненного пути. Не позволяет произойти плохому для вас. Вы только через время поймете, что произошло. Либо поймете, насколько была сложная ситуация, либо опасная для вас. К сожалению, я не вижу, чтобы этот защитник рядом с вами остался. Ну, видно, как, знаете, неприятность на пороге, высшие силы вызывают этого, значит, земного ангела, он вас защищает, дальше отправляется во свояси. Вы, кстати, очень много будете думать про эту ситуацию, вот когда поймете, да, будете очень много думать. Но
Благодарите высшие силы. Благодарите. Не старайтесь найти конкретного ответа, а вот поблагодарите высшие силы, что именно так все разрешилось, что вас защитили, что вас уберегли и не позволили плохому случиться. Так, идем дальше. Показывают свободу передвижения. Передвижение, либо в целом свобода движения. Вас показывают птицей, которая может лететь туда, куда она хочет. Я понимаю, что вы все разные, у каждого свои проблемы. У кого-то не хватает денег на путешествия, на поездки, у кого-то, может быть, проблемы с документами. Да, у всех по-своему отыграется. Но судьба подарит вам возможность именно обрести свободу. Свободу, вот я птица вольная, куда хочу, туда лечу. И ни у кого ничего спрашивать не надо, и уж тем более средства мне позволяют. Позволяют там попутешествовать, повидать новые виды, там, уехать, приехать, да, вот делать то, что я хочу. Вы птица, которая готова к полету. Да? Либо ощущаете себя птицей, которая вот сейчас отправится в полет. Это очень классное состояние, состояние свободы. Свободы, да, я свободна. Вот это даже, знаете, не просто ситуация по судьбе, это даже как, знаете, награда. Вам награда, либо такая привилегия, да, обрести вот эту свою свободу, свободу выбора, свободу передвижения. И еще совсем скоро по судьбе в вашей жизни появится очень приятное общение с приятными людьми. Эти люди, я не могу сказать, чем с вами связаны, но это именно общение, вот как для души общение. Вот прийти пообщаться о чем-то, да, поговорить на любую тему, с хорошим человеком, в приятной атмосфере. Да? Может быть, вы какое-то место начнете посещать. Может быть, действительно разнакомитесь с очень милыми, добрыми людьми. То есть эти люди как-то будут вас вдохновлять, может быть, поддерживать, может быть, просвещать даже в каких-то вопросах, да? Давать вам какие-то ответы, советы, может быть. И это общение, оно у вас идет по нарастающей. То есть от нижней точки до верхней точки. Да? То есть сблизитесь, вы начнете общаться, и в процессе этого общения с этими людьми вы сблизитесь. Люди, сразу скажу, на вас не похожие. Может быть, другого возраста, может быть, другого воспитания, другой религии. Да? Вот, совсем не похожие на вас, максимально не похожие на вас. Но при этом общение идет очень приятное, и сближение идет именно с такими вот приятными людьми. Но это добрый знак, добрый знак. Чем больше хороших людей в вашем окружении, тем легче вам, да, и жизнь она становится краше. Так, еще мне идет какой-то праздник, веселье, праздник. Праздник, которого вы либо не ждете, либо не планируете, либо об этом не думаете. Но празднику быть. И праздник этот будет очень теплым, очень атмосферным и очень положительно повлияет на вас и в целом даже на вашу жизнь, судьбу. Девушки, женщины, кто в поисках своей идеальной половиночки, да, суженого, ряженого. Мужчины то же самое, если в поисках своей любимой, вот именно благодаря этому празднику, либо на этом празднике у вас будет прекрасная возможность, да, познакомиться, либо сблизиться. Может быть, вы уже знакомы, а никак рассмотреть не можете, да, можно сблизиться. Не пропускайте праздники, не пропускайте, ходите на праздники, устраивайте праздники. Для вас праздники — это как переломные моменты, да, как такие стартовые моменты, вот прям вперед и в будущее. Празднику быть. И праздник будет прям на все 100. И весело, и интересно, и судьбоносно. Так, и в венце. В венце у вас очень крутой знак. Знак интуита. Интуита, интуитки. Да? То есть проснется интуиция. И помимо интуиции еще и проснется вера в себя. То есть вы себе научитесь доверять. Жить не по чужой указке, подсказке, а именно по своей интуиции, по своему чутью. Это, я вам скажу, не так-то просто, потому что людям свойственно сомневаться, занижать собственную значимость. Мы редко доверяем сами себе.
и это нас по большей части губит, либо делает более слабым. Вот у вас проснется то, что очень долго дремало, либо то, чему вы не давали ходу. Вы не только будете окружающих удивлять своими пророчествами, либо предсказаниями, своим видением той или иной ситуации, вы и сами себя будете удивлять. Держитесь этого, либо ориентируйтесь на это. Поверьте, интуиция, ваша интуиция вас никогда не подведет. Верьте себе, либо научитесь верить себе. Это очень классное качество, которое в жизни вам не раз еще поможет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.